Сейчас следующий министр, да, представитель Министерства юстиции. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Здравствуйте, уважаемые судьи. Назаров Руслан Арстанович, да? Угу. Здравствуйте, уважаемые судьи. Здравствуйте, участники судебного процесса. Хотелось бы озвучить позицию Министерства юстиции Кыргызской Республики по ходатайству Тусичу Ханике Азимджановны о признании неконституционным статьи 218 и 303 Трудового кодекса Кыргызской Республики, постановление правительства Кыргызской Республики о перечне производства работ, профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин от 24 марта 2000 года за номером 158. Частям 3, 4 статьи 23, частям 1, 2 статьи 24, части 1 статьи 42, статьи 55 и частям 1, 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Обращающая сторона в своем ходатайстве указывает, что вышеотмеченными нормами Конституции установлено, что в Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Каждый имеет право на свободу труда распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охраны и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже установленного законом прожиточного минимума. Следует отметить, что в части 2 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики обозначена норма, где права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законом в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерно указанным целям. Согласно статье 5 Закона Кыргызской Республики о государственной гарантии равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин, в котором четко указывается, что не является гендерной дискриминацией. Установление различия урегулировано отношений, связанных с функциями рождения детей и грудного вскармливания, призыв к действительно срочную военную службу исключительно мужчин в случаях, установленных законом Кыргызской Республики, принятие на основе настоящего закона специальных мер, направленных на достижение фактического равенства в политических, экономических и трудовых иных социальных отношениях. Особенности охраны труда женщин и мужчин связаны с охраной их репродуктивного здоровья, установление требований к профессиональной квалификации, основанных на возможности выполнения обязанностей только лицам определенного пола, а также позитивные действия. В статье 9 Трудового кодекса Кыргызской Республики обозначено, что запрещается дискриминация в сфере труда, в том числе и по половым признакам. При этом главой 24 вышеобозначенного кодекса законодатель предусмотрел правовые нормы, где предоставляется ряд гарантий прав женщины, включая дополнительные гарантии при приеме на работу для беременных женщин и женщин, имеющих детей, гарантии при расторжении трудового договора, а также при направлении в командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и так далее. Ввиду чего сообщаем, что в соответствии со статьей 303 Трудового кодекса Кыргызской Республики государство проявляет особую заботу о здоровье женщин и запрещает применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию, а также работ, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжести, превышающей предельно допустимую для них норму. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Конвенции Международной организации труда о дискриминации в области труда и занятия 1958 года за номером 111, всякое различие, исключение или предпочтение, основано на специфических требованиях, связанных с определенной работой, не считается дискриминацией. Одновременно отмечаем, что в части 2 статьи 4 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года, где указано, что принятие государственным участникам специальных мер, направленных на охрану материнства, включая меры, содержащиеся в настоящей конвенции, не считается дискриминационным. Кроме того, согласно правовой позиции Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 16 декабря 2015 года отмечено, что конституционный принцип равенства всех перед законом и судом не препятствует законодателю при осуществлении правового регулирования трудовых отношений устанавливать различия в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду деятельности. Следует отметить, что перечень производств работы и должностей с вредными опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, утвержденного постановлением правительства 24 марта 2000 года за номером 158, был принят в рамках реализации вышеобозначенной статьи Трудового кодекса Кыргызской Республики. И
На основании вышеизложенного считаем, что статьи 218 и 303 Трудового кодекса Кыргызской Республики не противоречат вышеуказанным нормам Конституции Кыргызской Республики.